В Абхазии по инициативе организации «Алашара» прошел международный форум «Молодежь народа Абаза». Мероприятие было организовано совместно с Государственным комитетом по молодежной политике Абхазии. В работе форума приняли участие руководители республики, представители молодежных организаций Абхазии, Карачаево-Черкесии и Турции. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба в приветственной речи обратил внимание на важность сплоченности и единства нации. Спасибо за то, что вы меня пригласили. Я рад тому, что здесь сегодня, в это время у вас есть возможности поговорить о всех тех проблемах, которые существуют в наших отношениях, в наших завтрашних возможностях. Несомненно, это полезно, это даст новый виток развития этих отношений. Где бы мы ни были, будь это в Абхазии, будь это в Турции, в Сирии, Иордании, на Северном Кавказе, мы должны понять, что мы единый народ. Но у народа, у которого есть будущее. Президент международной организации «Алашара» Муса Экзеков предложил участникам мероприятия встать на путь созидания и возрождения. Эта встреча действительно должна была произойти. И я очень рад, что эта встреча состоялась сегодня. Искренне всех приветствую. Еще раз спасибо, что отозвались на нашу инициативу. Мы обязаны научиться думать категориями нескольких поколений. Мы можем создать основу для процветания на долгие годы. Да, это возможно. Осталось, как говорится, дело за малым. Научиться быть вместе. Нам нужно очень много учиться друг у друга, а это возможно только при условии, что мы будем абсолютно открыты друг для друга, будем помогать раскрывать таланты каждого, убежден, в каждом есть множество талантов. Без совместного труда невозможно раскрывать таланты. Сегодня мы запустим именно такой открытый диалог совместного созидательного пути. История народа Абаза глубока и трагична. Представители абхазо-абазинского этноса проживают в Сирии, Иордании, Турции, Европе, Северной и Южной Америке, России и Абхазии. Нацию разделяют моря и океаны, государственные границы и горные хребты, но она продолжает быть единой. И этот форум – дополнительное тому подтверждение. Мы давно уже объединившийся народ. Просто некоторым кажется, что раз мы живем в разных сторонах Кавказских гор, то это, мол, каким-то образом нас разделяет. Ничего подобного. Нас горы объединяют. И сегодня есть возможность продолжить развитие этих отношений. Мы один народ. И мы должны сделать все для того, чтобы сохраниться, приумножить то, что нами завоевано. Мы независимое государство. Абхазское государство должно получить поддержку со стороны всех абазов, проживающих во всем мире. Руководители молодежных организаций подробно рассказали о проводимых мероприятиях и реализуемых проектах, поделились проблемами, которые остро стоят перед молодым поколением, и опытом их решения. Участники форума обсудили перспективы сотрудничества абазино-абхазской молодежи на межгосударственном уровне. Первым шагом в этом направлении станет реализация совместных мероприятий. Сегодня мы пригласили на беседу, на эту работу совместную, тех ребят, которые являются самыми активными сегодня в Абхазии. Понятно, что в их командах есть не менее активные товарищи, и мы будем уже в конкретных делах, вовлекая как можно больше молодежи, и определять, кто более активен, кто более способен, и таким образом раскрывать таланты персонально каждого человека. Чем больше мы мероприятий совместно будем формировать, чем больше мероприятий мы будем проводить, тем больше будет возможности увидеть способности каждого человека, и таким образом мы их будем направлять и определять, какие задачи, какие сложные задачи можно будет уже положить на плечи конкретно, персонально всей молодежи. Мы сейчас находимся в том возрасте, 30-35 лет, 25-35, когда такой переходный период, когда власть, можно сказать, или когда действия оказываются в наших руках, когда мы в том переходном периоде, когда мы уже можем принимать участие в каких-то решениях, соответственно. И сейчас то самое время, когда у нас есть возможность объединиться и принимать какие-то совместные решения, перенимать у нашего взрослого поколения ту самую власть, если можно так сказать. Я не имею в виду в прямом смысле государственную власть, а возможность принимать решения и участвовать в принятии решений относительно будущей нашей жизни и будущего поколения.
такого форума, я не помню, чтобы у нас проводилось. Мы один народ, мы должны стремиться к общению между собой, должны происходить культурные обмены, и такие конференции, форумы, они необходимы. И то решение, которое сегодня было принято здесь, я считаю, это очень важным моментом в истории нашего народа. Сегодня надо прилагать усилия, чтобы взаимодействовать, чтобы создавать новые проекты, чтобы развиваться. И вот молодежный форум сегодняшний, он как раз нацелен на вот это взаимодействие, на это партнерство во благо нашего этноса. Для меня вообще этот форум стал первым вообще форумом с братьями с Кавказа, потому что я так получалось, не участвовал. И это для меня знакомство. Я считаю, что я сам придерживаюсь того мнения, что если люди общаются, люди знакомятся, в ходе этого общения, в ходе этих знакомств у них зарождаются те братские чувства, которые не на словах, а на деле могут быть. Участники форума договорились о том, какие именно мероприятия они проведут совместно на территории Абхазии, Карачаево-Черкесии и Турции. День флага народа Абаза, летний молодежный палаточный лагерь, фестиваль традиционных видов спорта, фестиваль национальных песен и танцев и другие проекты. Именно они вошли в итоговую резолюцию форума, которую подписали участники. Для реализации перечисленных мероприятий и разработки комплексной программы объединения молодежи народа Абаза была сформирована рабочая группа. В состав группы вошли такие организации, как Алашара, Сухумский дом юношества, Молодая Абхазия, Созвездие, За справедливость, Абхазо-Адыгский союз молодежи, Союз студентов Абхазского госуниверситета, Союз молодых дипломатов при МИД Республики Абхазия, Интеллектуально-творческий клуб «Дюна», АПИИПШ, Турецкая молодежная организация Апсуара Групп, Союз творческой молодежи Абхазии и Республик Северного Кавказа, а также Национальный культурный центр Абазара. После подписания итоговой резолюции участники форума возложили цветы к могиле первого президента Республики Абхазия Владислава Григорьевича Ардзинба, памятнику воинам Великой Отечественной войны и монументу в честь героев Отечественной войны Абхазии 1992-1993 годов. Международный форум молодежи народа Абаза завершил свою работу. Участники получили новые знания и опыт, зарядились энергией единой цели. Впереди их ждет интересная совместная работа по сохранению единства народа Абаза, которая подарит радость и гармонию.